Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами снова на реке. Сегодня 23 октября. После вчерашней неудавшейся рыбалки на оке с перевертками не спал всю ночь и решил попробовать половить на мокше. Приехал снова под Темниковский мост. И его чудо, встретил здесь Диман. Диман уже здесь на 2 часа раньше меня приехал и разловил тут всего окуня. Ну, составим ему конкуренцию, и что из этого получится, смотрите в этом видео. Так, дорогие друзья, на улице -1, поэтому обработаем катушки силиконовой смазкой, ну, плетеный шнур, так скажем. Сегодня с 2 спиннингами. Вчера на 1 не клевало, значит будем ловить на 2. Так, ну и еще нашел у себя в коробочке какой-то аттрактант. Он уже вот, вся этикетка облезла у него. Не знаю, насколько это повлияет на сегодняшний клев. Но мы все же обработаем им воблер. Вот так вот. Ловить сегодня будем разлавливать каблисту. 125 размере от Pantone 21. Вчера не получилось ее разловить, попробуем сегодня. Ну что, начинаем рыбалку, ребята. Сейчас отцеплюсь от Димы и сместимся в ту сторону и попробуем поймать окуня, который нас дразнил пару рыбалок назад. Так, ну что, начнем делать первые забросы. Все, рыбалка началась, говорю. Нет, пока ничего не было. Первые забросики. Не хочет. Опа, возьмем другой спиннинг. Ветра нет. Штиль. Туман небольшой на воде. -1, где-то 0. Вот такая температура. Давление по-прежнему высокое. Может быть, это как-то связано с вчерашним бесклевием. Ну, либо гальян не совсем подходящая приманка на оке. Не знаю, что там, как. Ну ладно, что вчерашним. Будем надеяться, что сегодняшняя рыбалка не будет как вчерашняя. Разъехались или разошлись, правильно сказать, по разным берегам. Дима облавливает правый берег, я левый, чтобы друг другу не мешать. Поклевок пока нету ни у меня, ни у Дмитрия. Пробуем, пока поднимаемся вверх по течению, облавливаем, а потом пойдем вниз по течению за мост, попробуем там.
Ну что, решили, что пойдем вниз теперь по течению. Ни одной поклевки мы так и не увидели. Сделаем упор на участок реки в ту сторону, ниже по течению. Попробуем подальше спуститься, посмотреть там какие места. Вверх-то мы уже поднимались, там начинается отмель и сильное течение. На веслах там очень тяжело подниматься. Поэтому будем пробовать проводить разведку мест в том направлении. Там есть ямы хорошие, Дима взял джиг, джигует. Ну, а я чисто на воблеры. Пытаемся разловить каблисту от Пантон 21. Так, ребят, и вот первая поклевка. Опаньки. Так, у меня с другой стороны. Опа. Ух. Иду с плавом, значит. Ну-ка, отдай. Иду с плавом уже вниз. И прохожу те участки, на которых, в принципе, я уже бросал. Останавливался здесь на якоре, бросал. Но поклевок не было. Вот иду с плавом. Бросаю и наконец-то разловил я каблисту. Фух. Так, сейчас нужно тебя освободить как-то, зверек. Не хочет отцепляться, как-то интересно тут зацепился. Ну-ка, иди сюда. Так, ну что, отпускаем. Значит, что мы видим? Щурок весь в пиявках. На нем 3 пиявки. Сделаем выводы, что рыба не активна, наверное. Но уже есть результат. Ладно, отпускаем щурка. Пошел под лодку. Все, убежал. Ушли от 0 уже хорошо. Рыбалка, в принципе, только началась. Так, сейчас освобожу воблер и покажу вам его поближе. Разловил, купил его позавчера, что ли, да? Вчера на рыбалке его только и кидал на оке. И ни одной поклевочки, ни одного выхода я не увидел. Зацепился, но вот такой вот, в такой раскраске. Я почему-то был уверен на 100%, что он будет ловить. Ну и он ловит. Продолжаем рыбачить дальше, ребята. Дошли до моста. Прошли участок где-то, ну, метров 400, наверное, может быть. Не знаю. Поймали одного щурка. Сейчас будем облавливать левый берег, коль Дима идет по правому. Хотим зайти вон туда, где река делает поворот, и еще пойти в ту сторону. Ну, посмотрим. Хотелось бы разведать там места. Пробуем дальше. Так, поклевок по-прежнему нет. Зато есть зацеп. Так, ну что, сейчас будем бороться с зацепом, ребята.
Благо есть отцеп, надеюсь, он нам поможет. Так, ребятки, вот еще наконец-то случилась поклевочка. Опа, ну этот уже покрупнее такой щурок. Да, прошел уже вон от моста сколько и... Ух, другой спиннинг зацепился. Чуть не потеряли. Тихо, 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 тихо. Да. Фух. Тоже в пиявках, ребята. Тоже пиявки на ней. Но это уже покрупнее. Так, что, отпускаем? Все, убежало. Так, ну ладно. Опять на каблисту, ребята. Разлавливаю. Уже вторая щучка. Неплохо. Продолжаем рыбалку дальше. Так, ну вот, настигли мы Дмитрия. Сейчас подойдем, узнаем, как у него обстоят дела. Листочек зацепился. Все, дошли до Дмитрия. Пока сплавлялись, мне удалось поймать две щучки небольших, на которых была пиявка. Можно сделать выводы, что щука не активна. А у тебя, Диман, чего? Ноль. Пока. Не клюет, да? Не клюет. Судак пока, ну, будем искать. Сейчас вот только вошли в яму. Посмотрим. Как далеко пойдем дальше? Или здесь будем остановиться? Смотри, вот там вот дальше, вот видишь, за поворотом еще есть приямок неплохой. Тебе, если с воблерами, то можно по той стороне походить. А я хочу маленько опуститься вниз. И там еще, там кто стоит уже тоже джигует. То есть, видать, вот судака они здесь ловят. Вот попробуем. Поставил две разных окраски, нейтральные слоки. Посмотрим. Но струя здесь очень сильная. Ладно, Дима заряжен увидеть здесь судака на данном участке реки, а я продолжаю ловить на воблеры. Ну и коль произошла встреча На Эльбе. на Эльбе, да, решили мы попить чаю. Хорошо, что нету ветра, а то было бы, наверное, вообще жестко. А так, в принципе, нормально. Ветра нет, можно рыбачить. Диман даже на распашку. Ладно, попьем чай и продолжим. Так, ну что, уже очень далеко мы сплавились тут от машины. Поклевок больше нет. Наверное, сейчас нужно будет подниматься наверх. Места, конечно, красивые, но не клюет. Почему-то.
Так, ну что, сделаем еще один забросик, наверное, и будем подниматься. Так, обстановка следующая. Спустились вниз, поклевок нет. Время половина 12-го. Возвращаюсь по левому берегу Мокши, опять к мосту. И на этом будем там завершать рыбалку, где-то уже там в районе моста. Поэтому более тщательно буду вставать на якорь и облавливать здесь воблерами Грэди Газ и Каблиста от Понтон 21. Вот. Будут поклевки, буду включаться, ребята. Распогодилось. В солнечной Мордовии солнце, ребята. Потеплело. Может быть, как-то это повлияет на активность щуки. Будем надеяться. Пока тишина. И у Дмитрия, и у меня. Поклевок больше нет. Так, что-то клюнуло, ребята. Нет, ничего не клюнуло. Либо сошло. Значит, какое дело, друзья? Произошел снова глухой зацеп. Минут 20 добрых я шмурыгал. Но отцеп меня выручил. Коряга пыталась снова отобрать у меня Грэди Газ. Но отцеп не позволил ей этого сделать. Поэтому берите с собой на рыбалку отцепы, ребята. Воблеры сейчас дорогие, а коряг очень много. Только единственная какая фигня, он у меня в чехольчике лежит, и у него усики как-то кверху задрались, сложились. Они должны быть вниз, они вверх, и поэтому мне пришлось потратить очень много времени для того, чтобы выдернуть воблер. Но, слава богу, я его спас. Продолжаем рыбалку дальше, ребята. И вот еще поклевочка, ребятки. Наконец-то вымутил, черт подери, блин. Кидаю. Ни хрена. А здесь, пожалуйста, вот клюнул. Небольшой щурочек, сейчас будем отпускать. Оп. И отпускаем. Так, ну что, дорогие друзья, вот и финишная прямая. Время сейчас скажу сколько. Время без 10:02. Значит, прошел вот участок. Ой, сейчас как бы не вывалится. Но он оттуда, да, и до сюда. Применял следующую тактику. Сначала отбрасывал, пролавливал, так скажем, облавливал Грэди Гатсом.
После чего каблистый. Делал по 5 забросов. И удалось мне вымутить только одного щурка. Смещался после облова, смещался на длину заброса. Перемещался, бросал якорь и вот такими интервалами облавливал. Но рыба не клюет. Один небольшой щурок соблазнился на этом участке, и все. Так что сейчас вот здесь вот добрасываю и будем выходить на берег. Ну расскажи, Диман, что, как клевало, не клевало? Ничего. Одна щучка выскочила, шла за обером, сопровождала его, меня увидела и развернулась. На джек полный ноль. А окунь с утра чего? Вот, ну он с утра сделал маленький котел, одного взял и все. Поэтому... Вот так вот. Очень хитрый здесь окунь, я с ним встречался здесь. Он к лодке подходит, смотрит и убегает. И уходит под лодку и стоит под лодку. Да. Поэтому будем надеяться на лучшее. Ну да. И самое главное, дорогие друзья, случилось чудо. Я потерял резервный аккумулятор от экшн-камеры, когда мы здесь были крайний раз. И Дима его нашел. Вот он, ребята, посмотрим, в каком он состоянии. Сколько? Неделю, да, здесь пролежал? Да. Да, то бишь мы его в те выходные потеряли. В прошлое воскресенье ты его потерял, Да. а в это воскресенье его нашел. Нашел. Ребята, вот резервный аккумулятор. Я плакал. И вот наплакал. Дима нашел мне батарейку. Да. Ну все. На приятной ноте заканчиваем сегодняшнюю рыбалку. Ну что, дорогие друзья, вот и подошла к концу сегодняшняя рыбалка. Она была не особо хорошей, но лучше, чем вчера, я вам скажу. Лучше. Поймали 3 щурка небольших. Судя по пиявкам, которые были на щурках, рыба не активна. Ну что ж поделать. Будем ждать того дня, когда будет рыба активная и поймаем большую щуку. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч, друзья.